и туган-тель, и матур-тель. Etkam enkam nentele. Dünyada çok нәрсе bildim. Понимать направление, понимать географически, что такое город. Да, вот. Ну, сейчас у нас Москва очень выросла. Вот у вас, если вы бы, например, остались в Казани, поступили бы в вуз, это было бы одно, так ведь? А вы новый шаг, новый этап, новая жизнь, Москва, так ведь? Сколько фильмов про Москву, сколько песен. У нас в Москве очень много развито бесплатные вот эти музеи, бесплатные концерты. В чем наша задача? Ваша, 26 лет. Вот мы хотим в людях, значит, личностно их поменять. Личностно поменять. Сами мы ничего не придумали. Вот у нас Татарстан возглавлял Фикрат Аксбечанович Табеев. Говорит кому-то эта фамилия что-то или нет? Они не знают даже. У нас есть улица своя, Табеевская, в Казани, набережная есть. Вот. Поэтому, значит, вот Табеев. Он привык, вот я ученик Табеева, он мне то же самое, значит, наставление давал. В чем суть наставления? Чтобы вот мы достигали большего, чтобы ставили сверхзадачи. Вот поэтому вы в Москву, если едете, у вас жизнь меняется, новый этап. Вот как-то настройтесь не вот о чем вы сейчас мечтаете, а чтобы мечту поменять свою. Если вы мечтали быть президентом Татарстана, то в Москве мечтайте быть президентом России. Ну, примерно так. Это все реально. Рейс, я понимаю, да. Я понимаю. Вот поэтому, значит, ну, я вообще президент Национального конгресса татар и тюркских народов. Мы с Владимиром Владимировичем коллеги. Вот, поэтому, значит, вот, ждем вас в Москве. Вот сейчас у нас родилась очень хорошая идея, уже 10 лет выпускники «Солнца» поступают в московские вузы. Вот. Занимайтесь общественной работой, потом это вам дает такой вот багаж общения. Всех выпускников «Солнца» мы соберем у нас в штабе. У вас, посмотрите, вот в интернете, наберите штаб «Татар Москвы», сразу же посмотрите, вот когда у нас какие мероприятия, что вас ждет у нас. Мы вас сразу всех соберем и повезем на хоккей. А парты мы собираемся у нас, вот, где-то вот на природу выезды. Вот, поэтому вот в 26 вузах у нас есть отделение. Что касается, значит, молодежи, если она из Татарстана, мы стараемся всю ее, конечно, собирать. Какая у нас задача? Чтобы вы позитивно были настроены, помогали друг другу, все между собой общались. Вот. Конечно, очень вот хорошо было бы, вот, если уже школьники, чтобы эта школьная дружба, она бы, конечно, продлилась бы и продлилась бы в Москве. Но вузы совершенно разные, да, куда вы поступите? Да, вот. Они очень разные вузы поступают. Вот, например, если кто-то поступит в медицинский вуз, да, медицинский, у нас 4 больших института в Москве. Это Сечина, Пирогова, Стомат там и 4-й у нас есть. Мы собираем всех студентов с этих вузов, приглашаем каждый квартал, им приглашаем профессоров, академиков, они им учат, как повышать квалификации, как добиться карьерного роста. И самое главное, это они между собой общаются. Вот мы уже вынашиваем идею 20 лет, чтобы, у нас этот клуб называется Гиппократ, чтобы такой же филиал Гиппократа был и в Казани, Чебоксарах, и Ижевске тоже. Вот поэтому медицинский такой клуб обязательно. Вот сейчас, прямо сейчас уже посмотрите у нас на сайте клуб Гиппократ, чем мы занимаемся, как они проходят, значит, интересно. Если технические вузы, тоже, значит, мы собираемся. Ну, у нас вот, конечно, мы больше такой национальный уклон у нас, национальный уклон. У нас главная задача это сохранение татарского языка и культуры, и главная задача это вот наших земляков, вас, значит, продвинуть по карьерной лестнице. Ну, главное, что мы как вот настраиваем, чтобы люди достигли в жизни, добились жизни, а потом все равно, значит, помогали своей родине, то есть Казани, помогали своим землякам. Вот, сейчас вот эта вот ситуация у нас в России показала многое. Первое, конечно, вам, наверное, об этом говорят в день по 100 раз, давайте я не поленюсь, 101 раз скажу вам. Вот нынче у нас произошла такая история. Мы двигали своих депутатов, да, в Москве выборы. И многие депутаты не смогли пройти, потому что они там 3 года назад, 4 года назад были на каких-то сайтах. Вот. Они были на все, что вы бываете на сайтах, все, что вы кого-то там лайкаете,
еще, не дай бог, пересылкой занимаетесь, это все остается в памяти, знаете, да? Если вы пойдете на госработу куда-то работать, в депутаты, значит, это все сразу появляется, и это все играет такую роль. Поэтому не заходите на эти пагубные вранье, вот эти сайты, вот, придерживайтесь, что вам говорят, значит, в школе, что вам говорят родители, а когда в Москву приедете, будете слушать, что вам говорят в штабе у нас. Вот. Поэтому, значит, вот насчет этого обратите внимание, вот мы с этим нынче столкнулись. И потом, ну вот это импортозамещение, вот это вот, значит, санкции, вот мы такие тоже клубы предпринимателей собираем, тоже, значит, все это обсуждаем. Вот. У нас примерно 13 700 молодежи, вот такое количество, ну в основном татары, башкиры. В Москве, вот если из вас кто-то татары, вы понимаете, что в Москве живут татары не казанские, а в основном мордовские, пензенские, значит, ульяновские, самарские, тюменские, вот такого плана. Вот. Сколько в мире татар, как вы думаете? А? Сколько? Много. 4 миллиона. Слово диаспора к татарам не применяется никогда, потому что татары коренной народ. Вот. В мире татар 8,5 миллионов. Вот как сохранить татарский язык? Вот поставить вас министром татарского языка, что вы сделаете первым делом? Вот у нас на татарском как раз наша учительница, она нам давала послушать татарскую группу, казанскую Джуна. Вот, и нам интересно было всем. Хоть, может быть, до этого мы и не прям так сильно интересовались татарским, но при этом мы как-то соприкасаемся с татарской культурой. В общем, мне кажется, чтобы в ногу со временем это что? Вопрос. Или когда нас день поставила. Ну, насколько вообще детям это актуально сейчас знать татарский язык? Я понимаю то, что взрослые, они потом начинают увлекаться татарским языком, и они его используют. И вот я даже не могу сам представить, придумать, как увлечь детей татарским языком. Здесь эти вопросы задаются много. Зачем мне татарский, я лучше буду изучать китайский. Если зачем мне татарский, я лучше в это время там книжку почитаю. Эти вопросы есть. Понимаете, вот, например, если татарин, да, татарин, обычно среднестатистический татарин. 1000 лет до его предки изучали татарский язык. И этим предкам временами было сложно, татарский язык и запрещался, и не изучался. И вот, например, ну давайте вот на вас остановимся. Вот ваши предки, 1000 лет, они были татары, у них был татарский культ, татарский быт, татарские древние обычаи. И именно вот татарский язык дошел до вас, и ваши предки стали такими, потому что они гордились, потому что они были татары, а у них было самосознание, самоидентификация, и они брали пример, потому что татарской нации очень много людей, кем гордиться. Татарской нации очень много событий, чем гордиться. И вот он дошел до вас. Но если вы не полюбили его, если он у вас не в душе, не в сердце, не в мозгу, так сказать, да, это чуть-чуть сложнее. Понятия татарской среды не было. Значит, вот, например, вам отец рассказывает, что у нас татарская семья, у нас татарские обычаи, мы татары, мы выросли. Если, например, он обещает, подумал и решил, а давай-ка я не буду татарином, да, вот, он должен выбрать. Или же это сохранение древних обычаев, значит, самосознание быть носителем такого великого, могучего, значит, красивого, с прилагательными, с фольклором, с песнями, плясками татарского языка, или он, значит, от этого уходит, и уже он с уважением старших, с почитанием, все это вместе, семейные традиции, это язык матери и отца, да? Или же, значит, он отказывается, подумал, под чьим-то влиянием, а давай-ка я фамилию поменяю, имя поменяю, не буду татарин, еще религию поменяю, да? Ну, тогда он, значит, он уже тогда в этой жизни может особо ничего не добиваться. Смысла нет вроде, да? И ни к чему не стремится тогда. Тогда он уже немножечко другой человек. Он за обочине нашей жизни. Мы так считаем, да? Вот татары, мы с друг другом разговариваем, мы стремимся к лучшему, совершенству в учебе, в спорте, во всем. Почему? Вот идем татары, например, в спортзал, отжались все 10 раз, а татарин должен 11 раз отжаться. Почему? Потому что он татарин, на нем лежит, потому что он сын великого народа, потому что он должен добиться в жизни большего, чтобы потом помочь своей родине, помочь татарской нации, вот, помочь сохранению татарского языка.
Вот у нас такая идеология. И чем вот я сейчас закончу, чем мы отличаемся, у нас есть методика. Методика. За это нас все ругают. Она только у нас. У нас методика на уровне тренинга. Мы стараемся вот так разговаривать, чтобы татарский язык, вот парень с девушкой дружит, да? Если они не любят друг друга, разве будут целоваться они, да? Разве будут они дружить? Любить нам татарский язык. А чтобы любить, показать его привлекательность, показать его многогранность, показать его нужность, необходимость и выработать у человека ответственность перед поколениями будущими.